желательно таких мусорных мыслей каких-то, которые в городе присутствуют, люди с работы едут часто после работы, значит, трудности ситуации, пускай эти мысли уложились, устаканились, расселись, ну, такой уровень нужен. То есть никакого особого мистического смысла, значения в этом нет. Буддизм, ну, как мы считаем, да, как у нас считается, это все-таки своеобразное естественно-научное область знания, как биология, как химия, как физика, то есть такая область знания, которая работает с реальным миром, на самом деле. Буддийские ученые говорят, что никакой магии не существует, все явления причинно-следственные. Многие из тех вещей, которые мы сейчас наблюдаем как обрядовые, как элементы обрядов, на самом деле начинались как исключительно практичные какие-то, ну, вот, навыки. Ну, пойдемте. Про историю, если рассказать пару слов хотя бы. Доцан сравнительно молодой, он основан в 1945 году, то есть сразу после окончания Великой Отечественной войны. В то время традиции буддийских священнослужителей официально, значит, ну, при империализме не существовало, потому что репрессии были в 30-е годы, многие конфессии были под запретом. Но тем не менее, конечно, в то время был это степные ирисы называются, да. Вот они, тоже очень вкусно пахнули. Вот, значит, в то время, в 1945 году, здравствовал 16-й пандит Хамбалама, Нима Дармаев, и он поехал лично к Сталину просить о реставрации буддизма. В 1945 году я вам сейчас так немножко скажу, то место, где начался. Мы с вами потом, я так понимаю, пойдем еще пройдемся поподробнее, поскольку был большой пообщаетесь. Сталин, да, вот эти молитвенные барабанчики, тоже особая такая вещь. Ну давайте, ладно, расскажу немножко такой истории интересной. Значит, да, потому что не все представляют, что это. Вообще история не очень интересная. Она как раз из разряда, знаете, как РЕН-ТВ. Ну, вот, всякие чудеса, непонятности, значит, и теории всякие. Но действительно в книгах написано, что один из йогинов наших земных практиковал, как сейчас тоже модно говорить, да, я буду говорить такими современными словами, вот выход в астрал. То есть сознание переносилось с физического тела и вот наблюдал или присутствовал в тех местах, где тело физически находиться не может. В том числе он часто посещал цивилизацию нагов. Наги вот как выглядят, кстати, то есть это очень близкие к нам по развитию существа. Подавляет нагу, нагиню. Значит, наги это полузмеи, полулюди такие. Высокоразвитые вообще цивилизации они. Так вот, наш йогин земной посещал цивилизацию таких нагов и во дворце Нагараджа, то есть царя нагов, обнаружил очень интересное устройство или механизм. Значит, что он из себя представлял? Это был вращающийся диск плоский, который при вращении издавал звуки мантры. Ну, вообще, по описанию очень похоже просто на флэр. И когда, значит, он спросил, откуда такая, значит, диковина взялась у вас во дворце, то Нагарад сказал, что один из звуков, Кашьяпа его звали, ну, зовут, он этот плеер подарил фактически Нагараджу. Это так в книгах вот написано. Описано действительно как устройство механическое, которое, вращаясь, издает звуки мантры. Он вернулся, значит, этот йогин в тело к нам сюда, и подумал, как замечательная вещь, нам бы такую же, ну, что получилось, то получилось. То есть в то время технологии не позволяли, поэтому сделали вот такие молитвенные барабанчики. Там внутри, пардон за сравнение, но оно очень такое яркое, как вот рулон бумаги туалетный скрученный, да, то есть много-много-много листов, склеенных друг с другом, на них отпечатано огромное количество мантр. То есть вообще, ну, они, видимо, пытались создать принцип того, что мантры в большом количестве внутри этого диска, значит, как-то сохраняются, и при вращении что-то должно происходить. Но, конечно же, сейчас на данный момент это не, как сказать, не неудачные попытки плеера, да, вообще-то, по большому счету. А сейчас эти молитвенные барабанчики стоят по всему Кора, Водоцану, не только вдоль Кора, но в основном вдоль Кора. Как раз почему? Они стоят как практика, напоминание о практике благопожелания всем живым существам. Мантра, которая часто содержится на этих местах, внутри этих молитвенных барабанчиков, и снаружи дублируется, это основная мантра Будда Авалокитешвары, имя формы, может быть, кого-то. Значит, Ом Мани Падме Хум. Все наверняка ее слышали, эту мантру, то есть кто в буддизме интересуется. Многие мантры не переводятся, мантру Ом Мани Падме Хум все-таки переводится. Там есть два основных слова, ну, там есть открывающий слог Ом,
закрывающих ум. Вот если есть программисты или учителя, например, там знают, что в программировании есть begin end. Программа начинается с слова начала, заканчивается слово конец. Вот мантры, когда начитывает йогин, мозг воспринимает также, он основную часть содержательную должен как-то ограничить от других содержательных частей. Поэтому есть мантра начала, есть конец, а содержание смысловой мантры, которое йогин методом медитации, как бы сказать, себя приучает к этому смыслу, который в мантре скрыт. Вот это мани падма, два слова всего. Мани — расти, развиваться, прогрессировать, падма — цветок лотоса. То есть дословно мантру можно прочитать, перевести, пусть лотос расцветет. Я специально сдерживаюсь на этом моменте так подробно, потому что мы потом, когда будем ходить в горох, вы будете вращать, уже будете знать, что делать, значит, это не будет полезно. Так вот, лотос выбран символом пробужденного ума. Почему? Потому что семечко лотоса может начать прорастать только в глубоком иле. Кислород в воде растворенный мешает прорастанию семени. То есть чем меньше кислорода, тем вероятнее, что семечко прорастет. И вот этот вот росток поднимается в придонную воду, где ила меньше уже, поднимается все выше, где ила практически нет, да, и раскрывается цветок уже в воздухе, где ил невозможен. Подобно вот этому семечке лотоса считается, что наш ум, он как будто бы угряз вот в иле сомнений, неведений, страхов каких-то, ложных надежд. И вот как грязь, вот это облепливающая семечко лотоса, все эти, ну, буддийские слова, омрачения, да, они загрязняют вот ум. Поэтому проросший лотос считается символом пробужденного ума. Пусть лотос расцветет, мантра ом мани падма хум. Когда ее читает верующий человек, не обязательно санскрите, вот я сразу говорю, да, то есть главное сформировать себе вот это намерение. Должно формироваться намерение, чтобы каждое живое существо без исключения достигло этого состояния. Зачем это вообще в принципе нужно? Что это за практика, как, что она дает? Вы, наверное, часто слышите, да, про какие-то, ну, интересные вещи, что там йогины обладают различными ситхами, то есть возможностями медитации, телепортация, ясновидение и так далее, так далее, так далее, так далее. Еще раз скажу, буду, что мы говорим, никакой магии не существует, все явления причинно-следственные. Значит, в этих явлениях есть причина, по которой йогины могут ходить по воде, могут переносить свое сознание. Почему не может большинство других людей? Все очень просто. Я вот биолог по образованию, и я всегда хвалю эгоизм. Говорю, эгоизм — это инструмент выживаемости видов биологический. Но на определенном, он, ну, если живое существо не будет бороться за пищу, там, отбирать что-то, да, как-то копить, значит, что-то, значит, как-то пытаться благо, значит, эти реализовывать, то, конечно, не выживет ни оно, ни вид его. Но на определенном этапе развития, а у людей именно такой этап развития, эгоизм становится уже преградой. Почему? Да потому что у нас глаза видят ограниченный спектр света, уши слышат ограниченный диапазон звука. И из того, что мы видим и слышим, еще из этого 99, наверное, процентов просто отсеивается наше внимание. Почему? Потому что наше внутреннее эго говорит, это нам сейчас не важно. Вот сейчас вот мы стоим с вами, огромное количество событий происходит, птицы щебечут, собаки бегают, значит, что-то, значит, люди ходят, но ваше внимание сконцентрировано на мне. Так работает эгоизм. И в обычной жизни он игнорирует большую часть и выбирает только 1%. Соответственно, мы не видим на самом-то деле большинство из тех законов, которые в мире работают. Мы на них просто никогда не обращали внимания. А йогин, когда перенаправляет свое внимание и на других живых существ, в частности, желает им вот блага, ну не только йогин, верующий человек, да, любой, он тем самым отворачивает вот этот свой внутренний взор от эго, от себя, и поворачивает его наружу, в окружающий мир. Соответственно, чем качественнее вот эта практика происходит, благопожелания живым существам, тем больше в мире ум начинает замечать закономерности, которые эгоистичный мир просто не видит. Поэтому благопожелание — это прежде всего практика, необходимая самому практику, самому верующему человеку. Она позволяет расширить, вот как говорят, расширить сознание, в прямом смысле обернуть его на окружающий мир. Поэтому я вот вам рекомендую, когда мы будем с вами, значит, ходить, и при возможности, если рядом стоят барабанщики, вращайтесь обязательно. Как сказать, не стоит стремиться на санскрите повторять мантру. Просто про себя думайте и формируйте искреннее намерение. Пускай все абсолютно, без исключения, живых существа. Сразу вспоминайте там вредных соседей, посиживающих коллег, значит, демонических страшных тварей, которые питаются страданием других существ, божеств, которые кайфуют там миллиарды лет, потом разочаровываются, когда жизнь заканчивается. Всех пытайтесь вспомнить, особенно тех, кого сложно пожелать тому сложно этого блага. И подумайте, пускай они все избавятся от страданий, обретут все возможные причины для счастья, чтобы им не хотелось ни вредить,
не хамить, значит, не кричать тогда и другим. И эта практика позволит вам самим начать видеть окружающий мир полнее. Вот, поэтому я больше так не буду грудить. Вот, просто эти барабаны стоят везде, и я говорю, пользуйтесь возможностью. Ну вот здесь университет, сейчас мы чуть попозже зайдем как раз к Дембрилу Бахше. А я хочу вам показать то место, откуда и Волгинский Дацан начался вообще. Оно просто рядом. Сколько лет вы учитесь здесь? Вообще срок обучения, ну, точнее программа обучения формально расписана на 8 лет. Вот. То есть в конце 8-го года уже должны сдавать экзамены. Я уже учусь 9, я второгодник. Вы после такого, как бы, такого образования учитесь? Да, у меня гражданское образование, да. Я родом сам из Перми, город Пермь, на Урале, Пермско-медицинская академия, биолог до этого в лицейские годы. Ну, потом жил, значит, гражданской жизнью, и уже в 2010 году принял решение сюда поехать. Ну, это долгая история, не буду вас А на каких языках обучение? Тибетский, санскрит, старомонгольский. О, то есть вот эти 3 языка тоже изучаете? Просто на русском языке не существует учебного литературы, да? Угу. А к Хамбалме ныне здравствующему или нетленному телу? Ныне здравствующему. Я была 3 года, он делал свидание. Мне нужно ему задать вопрос. Ага. Вы знаете, да, где находится его резиденция? Ну, давайте я вам покажу. Подождите буквально секунду, подождите, видите, там цифры даже обозначены, 1940 год. Дмитрий сейчас идет службу, скорее всего, поэтому мы не будем пока ходить. Значит, вот на месте этого дома стоял дом, в время 46-го года его перестроили буквально лет 5 назад, может быть. То есть вот Дуган и дом, вокруг ничего не было, была степь. Деревня, которая рядом находится, сейчас рядом с которой мы проезжали, значит, называется Сталина, в память о Иосифе Виссарионовиче. И вот здесь начал, значит, как сказать, образовываться Волгинский Дацан. Часто спрашивают, почему на территории Дацана много разных дуганов. Видите, это называется Чойра дуган, Тамани дуган, Софиусный дуган, Сакчен дуган и так далее, и так далее. Но я сравниваю это, знаете, как с кафедрами в университете. То есть в зависимости от того, какими практиками ламы-йогины занимаются, то есть какая у них специализация, какой у них основной интерес, они так вот и кучкуются в разных дуганах. То есть дуганы внутри оформлены похоже, вот, но они разные, разные алтарные части, разные тексты, разные практики читаются, значит, разные службы проходят. Чойра дуган, если переводить на русский язык слово чойра, фактически переводится просто как наука. То есть Чойра дуган — это храм науки, как ни странно, да? Значит, до строительства здания университета вот этого, именно Чойра дуган выполнял функцию того места, где проходили экзамены, где давались комментарии, какие-то лекции читались для студентов и так далее. То есть вот основные учебные мероприятия проходили здесь. Ну вот, как говорю, заходить не будем. Про университет еще пару слов скажу. У нас 4 факультета. Ну вот, кто-то меня спросил, сколько лет обучения. 8 лет обучения. Ну, это вообще отдельная история, честно говоря, факультет, который мы изучаем. Вот, я говорю, я, естественно, научник и совершенно не религиозный человек. И я, когда сюда приехал, я ни разу не пожалел о том, что я здесь сказал. Потому что материал, который здесь подается, материал, который изложен в книгах, он настолько удивительный, действительно, и не просто удивительный, как сказка, которую читаешь, а настолько там действенные и прямо здесь сейчас применяемые методы и какие-то, значит, явления описаны, что вот, говорю, естественно, научнику здесь рай, то есть биологу здесь практически рай. То есть можно предположить, да, что все-таки есть верующие люди, как в любой конфессии, что, значит, буддизм — это поклонение, значит, каким-то многоруким, многоликим, значит, божествам, это, значит, какие-то алтарные части. Да, это тоже есть как элементы. То есть элементы, ну, религиозной деятельности. Но в своей природе буддизм — это все-таки естественно научный взгляд на вещи. Вот, Естественно. да, Будда Шакьямуни как определил вообще, кто такой буддизм?
Он уходил, когда из жизни 88 лет, это, ну, 2010 год был, это очень большой по тем временам срок жизни был. Он сказал, я вот уйду, и начнутся, значит, как, я это говорю, я то говорю, я так говорю, я сяк говорю, комментарии на комментарии, ну, так далее, так далее. Но пусть останется вот на века, что смысл буддизма и суть, того, ну, суть буддистского мышления, она заключается в 4 утверждениях. Вот я сейчас вам их перечислю, и если вы их обдумаете, и ни к одному из этих утверждений не сможете найти примера опровергающего, ну то есть фактически вы будете уверены, что это истинное утверждение, то вы буддист настоящий. Первое утверждение: все явления непостоянны. Он, ну, приводил просто пример: все, что родится, умрет, все, что построено, разрушится, значит, камни рассыпаются, горы рассыпаются, океаны высыхают, значит, все явления, которые можно наблюдать, они меняются. То есть первое утверждение. Вроде, в общем, как бы, да, сложно подобрать что-то, что опровергает это утверждение. Второе, оно тоже очень интересное и, казалось бы, понятное. Все феномены, ну то есть тоже все явления, взаимосвязаны. Я сразу вспоминаю физику, 5 класс, учебник, там физические аксиомы, и там написано: абсолютно изолированных систем не существует. То есть по какому-либо признаку две системы, казалось бы, совершенно далекие друг от друга, все равно связаны. Второе, значит, да, все феномены взаимосвязаны. Третье, интересное, уже больше как бы к тому, что считается буддизмом, да, так это: за пределами ума нет страданий, как нет за его пределами и удовольствий. Простой пример. Кому-то нравится зеленый чай, кому-то черный чай, кому-то зеленый чай. Ребята часто, когда молодые приходят, только после мирской жизни, я их спрашиваю: какой ты пил раньше, темный или светлый? Ну, к примеру, да, так проще, понятно, бывает большинство людей. И вот я знаю даже по своим товарищам гражданским, что кто-то терпеть не может, например, светлое пиво, и кто-то терпеть не может темное пиво. То есть зато с удовольствием пьет совершенно другое. И вот представьте, если мы с вами пьем из 2 бокалов, ну, кто не пьет, с тем пьем чай, а кто, значит, пиво может себе позволить, например, с тем пьем пиво. И вот там налит, предположим, зеленый чай или, например, светлое пиво. И человек, когда один пьет, он говорит: ну, как снять надо? То, что надо, прям то, что хотел. А второй, когда пьет, следом, прямо за ним, из этого же бокала, говорит: фу, какая гадость, как ты можешь это пить, эту дрянь. То есть мы задаемся вопросом, как так? Одно вещество одинаково воспринимается. Никто же не думает, что там клюквенный кисель. То есть, если зеленый чай, то зеленый чай оба понимают прекрасно. То есть одно вещество одинаково воспринимается, но у одного оно вызывает чувство удовольствия, блаженства, да, какого-то такого, а у второго вызывает неприятные ощущения. То есть как это возможно? И где причина этих удовольствий и неприятных ощущений? Явно не в пиве. Оно одинаковое для обоих человек. То есть эти причины страдания и удовольствия в уме находятся. И вот третья печать буддизма, третья концепция, она звучит, что за пределами ума, там, в пиве, нету страданий, как нету за его пределами и удовольствий. И четвертое, вытекающее логически из этих трех, то, что в таком случае мы говорим: сансара, нирвана, это же не места. То есть это не то, это состояние сознания, конечно. И Будда Шакьямuni сказал: соответственно, единственная возможность покинуть сансару, то есть избавиться от страданий, это успокоить ум. Вот эти 4 великие печати буддизма, все явления изменчивы, взаимосвязаны, за пределами ума нет страданий, удовольствий, и единственное освобождение — это успокоение на самом деле ума. Если человек, обдумывая эти 4 утверждения, приходит к мысли о том, что они абсолютно истинны и справедливы, и не может найти ни одного опровергающего факта, вот он буддист. То есть Человек разумный, буддист. ну, вообще, вот как я еще раз говорю, буддизм работает просто с очень специфической областью знаний. То есть не с такой, с которой работает вот та же биология, химия, физика, с материальными объектами. Буддизм работает с умом, с сознанием в очень большой степени. Конечно, когда цивилизация развивается и надо строить там пирамиды, дома, значит, как-то хлеб садить и так далее, на эту часть естественного мира обращают мало внимания, потому что задача-то сначала выжить же просто у людей. Буддизм приходит только на определенном этапе, и тоже по определенным причинам может, например, не развиться, если, например, цивилизация уходит слишком, предположим, в благие участи, как, например, становятся там полубогами и так далее, так далее, так далее, там тут сложно практиковать, у них там все хорошо, грубо говоря. Вот. Так вот,
буддийский университет, у нас курс учебы рассчитан на 8 лет, хотя, например, наш вот ректор Дембру Бакша, которого вы сейчас пообщаетесь с ним, он учился в Индии 15. Вообще-то для получения первой ученой степени буддийской, то есть уже такого как бы ранга, который позволяет переходить к практикам или каким-то закрытым, значит, знаниям, ну, каким-то требуется 15-летний цикл обучения. Это называется гише, то есть ученая степень. И вот Дембру Бакша, он гише. То есть он учился 15 лет в Индии в Гамандасане, он также является полным монахом. То есть у него максимальное из возможных количеств монашеских обетов. Вот, то есть это особый человек. Нет, 250 с лишним. 250 с лишним, да. Угу. Ну там есть такие плавающие 254, 256, ну так проще говоря, 256 будем говорить, да. Вот. То есть это особый человек. То есть вот. И но поскольку у нас все-таки там в Индии учеба она традиционна. То есть можно сказать, что в принципе, если бы, например, на русском языке или на родном языке говорят, изучали материал учебный, то, возможно, не требовалось этих 15 лет. И оно еще эта учеба рассчитана на то, что часто там приходили раньше дети, которые вообще там читать, писать не умели. То есть первые годы занимали это большое время для того, чтобы хотя бы ввести их вообще в курс того, как ручку держать, ну, грубо говоря, и так далее. Поэтому я, в общем-то, не думаю, что вот эти 8 лет в университете, которые у нас, то есть не стоит думать, что это короткий очень срок, то есть по сравнению с 15. Да, он значительно короче, но в него вложена вся основа, ну вот базовая основа, конечно, для философской, вся базовая основа по практике. 4 факультета у нас. Философский, да, там такие болтологи, как я. Художественный, ну то есть оформление, танкопись, это живопись буддийская, скульптуры и так далее. Тантрический. Тантра – это направление практики, которое ориентируется на неочевидные явления и методы. То есть простой пример. Сутру мы прочитали, там написано, вот надо быть хорошим, потому что так-то. Ну, грубо говоря. Мы подумали, да, похоже, правда. И начинаем это практиковать. Все понятно. А, например, если мы прочитаем про какие-нибудь ну, внутренние потоки энергетические, ну сколько ты про них не читай, но ты же не научишься ими пользоваться, пока ты не начнешь практиковать это. Йогой заниматься, там, предположим, значит, медитацией и так далее. Вот тантра это такие практики, которые работают с теми вещами, которые умом особо понять сложно. Их надо практиковать. И 4-й факультет у нас это факультет медицинский. Но у нас вынесена база основная медицинского факультета в район, потому что они все-таки собирают там аптеку, то есть это и минералы, и травы, и значит, животного происхождения, значит, какие-то вещи. И содержать аптеку, конечно, очень сложно. Поэтому здесь у нас есть представители, то есть у нас есть преподаватели, кураторы медицинского факультета, но здесь медики в основном учатся, они в районе учатся. Точно так же тантрический факультет требует особых условий. То есть у нас здесь гам, гвал, значит, студенты-философы бегают, спорят и так далее. А тантрикам нужно более какие-то, значит, уединенные, спокойные места. Вот у нас в городе есть сам Верхняя Березовка. Значит, там Дунхор или Калачакра, то есть циклы времени тоже название там практики. Вот. Но, тем не менее, это все является вот нашим университетом. Здесь, то есть, в основном у нас художники и философы. Пойдемте, я вас познакомлю с нашим ректором. Да, нет, он не говорит, нет. Вот это у нас же все равно духовное образование, а государство у нас светское. Диплом, который выдает университет, там специализация числится буддийский священнослужитель. Такая... У медиков тоже? Нет, у медиков, наверное, как-то по-другому, я не буду врать. Значит, вот. То есть, подобная, значит, специализация есть, перечень трудовых специальностей. Как я сказал, университет единственное образовательное учреждение, которое присуждает этот диплом, но все-таки он не государственный. Ой. В то время был уже премьером, да? Пойдемте, университет. Смогли договориться о том, чтобы университету выделялись квоты на гранты. Ну, то есть, напрямую деньги, конечно, не дают.
То есть в основном помогают люди верующие, либо университет проводит какие-то вот грантовые деятельности, помогает нуждающимся, проводит лекции. Мгм. По поводу лицензии на что? Ну вообще, Обучение платное у вас? нет, обучение, конечно, бесплатное. Бесплатное, да? О, а это проживание, питание? Ребята, которые живут на территории, они платят только за дрова покупают. Ага. Сколько отопление печное. Вот туда, справа. Угу. Ага. То вот и сюда же. Ага. Конечно. Кабинет он ладно. Бесплатное обучение. Я YouTube-блогер на старость лет заделался блогером, ага. Поэтому вот интересно же, и Волгинский. А? Ну нет, ну да, в полном рассвете. Большое спасибо, что вы нас приняли. Вы были в Якутии, да? Дандар Лама сказал сегодня утром, что, оказывается, вы посещали Якутию. Не раньше. Раньше, да? Там была остров. У меня там брат живет. Долгое время прожил, и я у него гостил. В Якутске он живет, Да? да? Хорошо. Ага. А на каникулы, когда сын не приезжал, я с ним на поводку. Это был март, было очень холодно. Ну, это уже весна. Весна, мы радуемся. Мгм. Нам очень интересно, вот Валерий рассказал уже. Мгм. Прямо очень. Да. Мгм. Полностью такое представление во всем. В университете, обо всем. Хороших студентов вы готовите. Парень из Перми. Да. Сколько? Где-то около 100. Во всех 4 Да. Общее число студентов около 100. И 8 лет обучения. И ребята с разных регионов. возрастных ограничений нет. При поступлении мы как бы требуем, чтобы человек был с неполным средним образованием. Хотя бы. Да. Вот, чтобы потом мог что-то. Если вдруг не получится, это я не знаю, как что-то. Другой все везет. И только мужчины, да? Да, пока, к сожалению, только мужчины. Да, да. А почему пока? Да, есть. Есть, здесь у нас. У нас здесь только пока. Но здесь условия, если девушек собирать, им нужны соответствующие условия отдельные, чтобы они так могли учиться, а мы поэтому не можем делать. Да и в традиции особо как бы у нас не было. Мы сначала хотим возродить традиционные, а уж потом. Пока говорю, что потом я на будущее не могу ничего сказать. А так много претендентов приходит или же желающих звонят, спрашивают, обучается ли вас девушка. Ну, в Якутии, да, был, прямо, он не якут. Он выходит отсюда, ну, как обычно, там, где-то родители где-то там работали. Был парень, но пока он ушел. Других пока еще нет. С Алтая были ребята, ну, один парень научился уехать, с Хакасии. С Тывы много, сейчас они учатся, Калмыкии. Да. Университет он на территории России он один, но также в этом в Забайкальском крае, в Альбинском, в Дацане есть академия. Но у них профиль больше на медицинский уклон. А так, если философию, то
бурятский язык, ну, сами знаете, что бурятский язык сейчас у нас в республике, и везде он в отдельном состоянии. И уж рассказывали, да, ну да, и поэтому для поддержки этого языка, да, это получается культура и как бы, воспитательная часть и так далее. И 6 раз в году, в учебном году мы проводим конкурс по бурятскому языку. И на этот конкурс съезжается около 70 школ. Ну, в каждой школе по 10 учеников. И в общем где-то на 600-700 детей собирается здесь прямо в этом здании проводится. Мы их кормим и устраиваем различные конкурсы. Ну, в основном на знание языка. И здесь, с одной стороны, также соприкосновение с культурой, получается, с религией, может быть, да, ну, такой, они как бы традиционные буддисты. И приехав сюда, они как бы, получается, 6 раз в году у нас такое мероприятие проводится. В этом нам помогает Министерство образования Бурятии, Министерство культуры. Они по одному конкурсу берут и ну, как бы помогают. Там питание, призы какие-то. И ну, здесь у нас 2 больших торговых магазина. Они по одному конкурсу берут. Абсолютно питание. У нас издательский дом «Информ Полис» он берет. Первый конкурс, который в году проводится, и вообще они начали. Это газета местная. И потом у нас есть еще одна газета «Бурятинум» называется, на бурятском языке она выходит. Издательство совместно с администрацией главы комитета по сотрудничеству. Приехали там СМИ, да, с этим комитетом тоже работаем. И они нам помогают в проведении семинаров разных. И есть какие-то круглые столы и так далее. Сейчас у нас в июне будет 29-30 числа. Также сказать, я буду надо же так забыть. Конференция по ИТГУ. Да, была на ИТГУ. У нас послания ежедневные идут. Мы собираемся здесь на русском языке, на бурятском, на монгольском. Сейчас очень много стало паломников из Монголии. И также из внутренней Монголии много приезжает. Это в Китае. А вы на каком факультете учились? В Индии что ли учились? На философском. На философском? Вот где этот Далай-Лама, да, этот город? Там учились. Не совсем там. Они Там мы много раз бывали. Наш университет в другом городе. располагался к югу от Дели, в 2000 километрах к югу. Там штат Карнатака. На юге Индии. Да. На юге Индии расположены 3 больших тибетских монастыря. В одном из них мы обучались. Но это традиционно. Выходцы с нашей родины обучались в этом монастыре еще до в прошлом, позапрошлом веке. И мы там Как вы туда попадали? Как вы туда попали? мы сначала начали здесь учиться. И собралась группа, и мы в 95-м году выехали туда. Ну, А климат как выдерживает на юге климат, Индии? ну, такой нормальный можно. Много выдерживает. А вы после школы сюда поступили? Да. А потом уже туда поехали? Прием без конкурсов и так далее, просто Здесь? оздоровительный характер.
Да, мы просто через собеседование и изложение по-русскому пишем. Мы почти что берем всех. Если у человека нет справки, но психические отклонения, человека с психическим отклонением мы пока не можем как-то вылечить. Но с ними трудно, поэтому берем почти всех. Но стараемся. Ну так, первые 2-3 месяца они какой-то тестовый режим. И за этот период, да. Ну, если ну, кто-то приезжает и понимает, что это не его, так уже особо никто сильно не знаком с буддизмом. Сначала подойдем. В Якутии, я знаю, наши студенты вот строили сравнительно недавно, пару лет назад, ступ какой-то большой, да? Было дело? Там... У нас на территории Датсана есть 4 ступы, но знаем, что драгоценности для ступы активно привозили, но вот там сейчас сложность именно в выделении земли. Так, чтобы ее построили, я не знаю, об этом. Подготовка была. И вот что такое ступ? Деревни алкоголики, вот это, люди это секретные. Ну как так, собираем себе, конечно, но смысл в том, что, конечно, это, да. Значит, вот что такое ступа? Что такое ступа? Ступы вы увидите везде, во всех буддийских традициях, на территории большинства буддийских монастырей, что в Бурятии, что в Монголии, что в Индии, что в Таиланде и так далее, бесконечно много. Значит, они разные по форме, но если говорить про функции ступ, то есть прям реально про то, как они используются, да, то есть опять к этому возвращается, то вот, в общем-то, первое, что надо сказать, что ступ — это мемориалы часто. То есть это памятники, установленные в честь какого-то учителя или какого-то события, значит, стоят они как напоминание. То есть люди, особенно часто, которые живут в той местности ступа, они очень часто знают историю этой ступы, когда она была поставлена, что за учителя оставили, память о ком не ставят. То есть первое — это память. Вторая особенность и вторая функция ступы, она особенная. Если вы посмотрите вот эту верхнюю часть, два льва держат словно трон. И вот верующие люди, буддисты, вы видите это и в Иванах, еще когда подходят к объектам, каким-то святыням, значит, буддистским, делают такой жест, значит, все очень логично, умом, речью, телом. То есть касается головы, значит, губ, значит, и сердца. Умом, речью, телом проявляют уважение. К чему проявляют уважение? Вот мы с Буддом зашли, вот здесь говорили. Конечно, они проявляют уважение не к камню. Ну, значит, а к чему? Вот верхняя часть ступы своим силуэтом, то есть контуром, подойдите поближе, так, может быть, здесь не очень хорошо видно, похоже на силуэт сидящего в позе медитации Будды. То есть есть плечи округлые, талия и ноги, значит, сложены в позе лотоса. Вот львы держат трон, на котором сидит этот Будда. С разных сторон выглядит одинаково. Поэтому как ни подойти, силуэт всегда напоминает. Верующий человек, когда подходит к ступе, он визуализирует сидящего перед ним пробужденное существо. Ну, то есть различных Будд. То есть ступы тоже разные, посвящены разным Буддам. Зачем это нужно, как это работает? Да, опять, что визуализировать, какой из этого толк, по большому счету, спрашивают много, часто люди. Вот представьте себе, ребенок, например, подрастающий подросток, всю свою комнату обклеит постерами с изображением рок-звезды, предположим, да? И он, значит, отращивает волосы, одевается, он, значит, с товарищем собирается в этих да, значит, играют музыку. То есть он постоянно умом обращается на вот, значит, объект, там, как бы, скажем так, поклонения, можно сказать, да, или кумир какой-то, хотя слово не очень хорошее. И чем чаще он ум направляет, чем добросовестнее копирует качество, например, этой рок-звезды, тем больше вероятность, что он тоже станет рок-звездой. То есть таких случаев, например, огромное количество. Здесь механизм такой же. В зависимости от того, куда мы направляем, в том направлении ум не развивается. То есть, если мы часто думаем про негативные вещи, у нас действительно в жизни очень много становится негатива.
люди верующие, когда визуализируют Будду, они все-таки в этот момент еще осознают, конечно, другие качества, которыми наделен Будда, и ум устремляют к нему, то есть к этому объекту. Соответственно, вот этот жест уважения умом, речью, телом не камню посвящен, а именно качествам или образу пробужденного существа, уже которое достигло этого состояния. Поэтому вот вторая функция, чтобы быть опорой в практике визуализации Будды. Верующие подходят, смотрят на него, тут трое сидят, значит, он всех как визуализировал, значит, эту практику провел. Третья функция очень интересная, вот вы говорили про сокровища, как драгоценности, да, для ступы. Значит, ступа очень сложное строение. То есть это не цельный кусок камня. А при строительстве ступы там внутри есть полости. Более того, пытаясь, скажем так, воссоздать вот подобие энергетических каналов, которые есть в теле человека, строители ступы такие же энергетические каналы делают внутри нее. Там ставятся специальные шесты, саракшины, может быть, слышали название. И вот эти полости, эти шесты становятся каналами, в которых начинает циркулировать энергия внутри ступы. Вот драгоценности, что из себя представляют? Часто это ритуальные предметы, которыми пользуются ламы-йогины, часто это книги, часто это действительно какие-то драгоценности в качестве подношения, там кладутся различные крупы и так далее, так далее, так далее. Много всего. То есть вот ступа представляет из себя набор вещей непростых на самом деле, а наделенных определенной энергетикой, сейчас слово в кавычки поставлю. И очень интересный момент. Внутрь каждой ступы, ее в сердцевину кладется так называемое орудие смерти. Я вот тут водил экскурсию недавно для военных, среди них был пожилой человек, в отставке уже. Я помню, в наше время из вещдоков мы забирали, значит, какие-то ножи, которыми преступление было совершено, или огнестрел, и вот давали ламу, в ступу закладывали. Зачем это делается? Здесь я всегда привожу простой пример того, что ну вот мы любую вещь, которую создает цивилизация, мы создаем с определенным намерением. Если вдруг к вам в темноте переулка там, вечером подбежит, значит, мужчина с детской соской в руке, вот так вот ее выставит, скажет, давай деньги. То есть с детской соской. Значит, вы посмотрите на эту ситуацию и поймете, что что-то не так. Вот предмет не соответствует ситуации. С другой стороны, если маленький ребенок будет играть с острым ножиком, тоже вы поймете, что ситуация ненормальная. Любой предмет создается с определенным намерением. Он это намерение в себе содержит уже. Мы привыкли так эти предметы воспринимать. Вот орудие смерти считается, когда предмет используется, он это намерение реализует уже в энергетику, тоже в кавычки, да, буду ставить. Орудие смерти считается реализованным предметом, который излучает энергию гнева, ненависти, энергию, значит, направленную на разрушение жизни. И вот ступа, вот этот предмет использует как образец. Вот этот предмет, он обложен совершенно другими предметами, ритуальными предметами, книгами, священными текстами. И энергетика этих разных типов предметов начинает работать как бы на диссонансе. Ступа, используя образец этого предмета, начинает подавлять вокруг себя в большом пространстве подобного рода энергетику. То есть вы можете обнаружить, что ступы стоят не только на территориях храмовых, территориях храмов, но и, например, на сопках, ну, например, в Бурятии очень часто, рядом с какими-то, значит, населенными пунктами. Считается, что ступа оберегает местность. Ну, в действительности, в общем, я думаю, что в этом есть определенное зерно, как бы, разумное. И четвертая функция ступы, она, ну, больше свойственна регионам все-таки, где остались шаманские традиции. То есть в Таиланде, например, и в Индии вы не увидите подобных вещей. Вот люди верующие часто приносят на ступы вот вещи ритуальные, различные, вышедшие из употребления. Это могут быть, ну, сломанные ступы, это часто, но бывает, что у нас целые кучи, значит, этого хлама действительно как навалено вот здесь. И спрашивают, зачем. Люди местные православные, которые все равно знают эти особенности, они даже иконостас могут бывает снять на ступу. Вот так бывает интересно. Зачем это делается? И почему это делается? Шаманские традиции здесь очень сильные. Помимо просто традиций каких-то обрядовых, есть еще и знания все-таки об окружающем мире, которые у шаманов тоже присутствуют, безусловно. И вот одним из аспектов этого знания является как раз знание о том, что помимо существ как бы сказать, с органическими телами, да, как у нас из органики, из органической материи, есть неорганические существа, то есть духи, проще говоря.
существа, которые не способны питаться грубой материальной пищей. Но зато они прекрасно поглощают энергетику, которая бывает оседает на вещах. В таких ситуациях мы обращаемся к предметам культа. В тяжелых чаще всего, да, то есть когда мы как-то просим какой-то помощи, моральная поддержка нам нужна. И хотя сам предмет, сам образ, значит, нам помогает из этого психологического состояния выйти, на нем оседает вот этот негатив, который человек излучает в этот момент. Когда вещь приходит в негодность, например, там сломался, там кусочек отвалился или что-то еще, если его ее просто выбросить на улицу, то это подобно тому, как если шведский стол накроете для духов. И эти существа начинают эту энергетику, оставшуюся с вещи, ее поглощать. Некоторым вкус этой энергетики может так понравиться, что они начнут искать источник, конкретное живое существо, конкретного человека, который оставил эту энергетику на вещи. А найдя его, начнут опосредованно влиять на его жизнь. С какой целью? Чтобы он постоянно в негативном состоянии находился, то есть кормиться им. И вот эта традиция оставлять вещи на ступах на самом-то деле связана с тем, что ступа своей энергетикой, она разрушает эту индивидуальную энергетику с вещи. И они полежат здесь какое-то время и превращаются просто в хлам. Потом, ребята, у нас часто студенты, мы сами ходили на первых курсах, мы ходили, смотрим, это давно уже здесь лежит, собрали в точку, отнесли в кочегарку, сожгли, все, уже можно жить спокойно. Я не рекомендую вообще даже то, что вы... Нет, сразу сжигать не стоит, потому что как раз эта энергетика, вот так вот про сержант говорили, да, тоже зачем их льют? Ну так вот, если это что, шаманские обряды, ну, подношения, вот молоко, водки, вот там мы не были у домов, но там бывают целые вот у домов, где ламы прием ведут, такие прям кольца на земле остаются, вот молока, от водки и так далее, запах бывает даже сильный вот этого алкоголя. Зачем? Ну понятно, что никто там, кроме бактерий, это есть не будет, ну, которые в почве живут, да? Но когда вещество разлагается, выделяется определенный спектр энергии. И водка это или молоко, или чай, спектр энергии разный. Существа разные приходят для того, чтобы питаться. Есть злонамеренные существа, которых ламы приманивают и как бы подкармливают в обмен на обещание не вредить живым существам. Есть доброжелательные существа, которых просто кормят как вот, ну, вот, как сказать, как домашних животных, питомцев и так далее, так далее, так далее. Вот я не рекомендую даже то, что вы носите на себе, просто выбрасывать. Почему? Все, что касается тела, оно все равно накапливает на себе эту энергетику. Если есть намерение избавиться от вещи любой, то либо вот на дачу или куда-то на костре сжечь, да, предположим, либо вот я тоже часто рекомендую, если, например, люди православные бывают, принесите в храм просто эти вещи. Они там полежат, значит, кто-то нуждающийся потом может взять эту как вещь, которую носят, а там монахи, значит, смотрители храмов обычно-то тоже так же следят за этими вещами, они их потом сжигают. Ну, то есть не выбрасывайте их. Почему? Потому что это может сказаться негативно на вас. Одежду имеете. Одежду Да, в том числе. да, Одежду, да. все, чего касается тела, все, чего касается сознания, особенно длительно и в таких ситуациях не стоит просто так выбрасывать. Ну, это мое мнение. Знаете, я очень часто вижу скепсис, вот, когда я про эти вещи рассказываю. Нет, а вот отдавать? Нет, я просто как биолог вроде, да, какие неорганические существа, какие духи. Я привожу как часто пример такой. Вот вы живете в крупном городе, как часто вы видели на улице, например, стаю волков? Нет, никогда. А что, волков не существует, что ли? Просто та среда городская уже не подходит для жизни этих организмов. Да. Точно так же часто мы живем где-то в местах цивилизации, где линии высоковольтных передач стоят, где сотовая связь и так далее. А в книгах написано часто, что подобного рода излучения, они подобны грубым преградам для подобного рода существ. Конечно, в городе вы не увидите проявления этих духов или хозяев местности, просто потому что они там не живут. Вот. А в местах, где еще осталась нетронутая природа, в местах, где остались традиции, где не так много цивилизации, например, какой-то такой глобальной, эти явления существуют и проявляются. Не буду вас мистифицировать, но я неоднократно сталкивался, на мой взгляд, с подобного рода необъяснимыми, значит, явлениями. Поэтому, да, это кажется для городского человека не особо актуальный вопрос, но эти явления действительно, на мой взгляд, существуют. Что не надо? Вообще объяснение очень хорошее, доступное и Да. понятное. Вот здесь у нас очень интересное, значит, ну, скажем, очень ценное место для... Ага, вот закончилась служба, мы сейчас зайдем к дугам обязательно. Значит, очень хорошо. Посмотрите, к стеклу поближе подойдите, это оранжерея, и там растет дерево. Оно уже много раз включено, и как бы отводки. Да.
Это фикус, научное название фикус священный, а широко известно название этого дерева дерево Бодхи. То есть, может быть, слышали. Посмотри, это дерево Бодхи. 2500 лет назад в Индии, в той местности, которая сейчас называется Бодхигая, под деревом Бодхи пробудился Будда Шакьямуни. Ну, индийский принц Сиддхартха Гаутама стал Буддой Шакьямуни. И когда первые монашеские общины стали создаваться, монастыри стали образовываться, появилась традиция от того дерева брать отводку. И в этот монастырь, значит, приносить. Значит, как символ преемственности, что ли, традиции. Так вот, прошли, конечно, годы, столетия, первое дерево то ушло, отводки другие стали давать от отводок. Вот здесь, за стеклом, 5-е поколение отводок. То есть, и вот это дерево, насколько мне известно, я могу ошибаться, но я вроде где читал, нашел только это объяснение. Его еще для Санкт-Петербургского дацана из Монголии заказывал Хамбаламай Тигалов. И оно хранилось, вот это дерево, в Санкт-Петербургском ботаническом хранилище, ну, в ботаническом саду, потому что там были репрессии потом в 30-е годы, 20-е. И, естественно, никто его высаживать не стал просто в Дацане. Оно хранилось в ботаническом саду, и в 70-е годы, только когда центральный Дуган здесь вот начал строиться, наш вот этот белый, мы в него еще зайдем, Санха, община, попросила это дерево вернуть из государственных ботанических фондов, вот его привезли сюда, посадили здесь. Это одно все дерево, усеченное. И если вот вы занимаетесь что-то там огородом, значит, какими-то рассадами, предположим, вы знаете, да, что если растение не опылялось, а размножалось вегетативно, то у него генетический набор клеток остается неизменным. Фактически прямо за вашей спиной находится тот же самый организм, который присутствовал при пробуждении Шакьямуни. Почему? Потому что на протяжении 2500 лет это дерево не опылялось, а как бы размножалось кусочками, да. То есть, вот, ну, то есть сейчас спрашивают, что это такое, зачем у вас это какая-то вроде непонятное оранжерея, какое-то дерево. Вот посмотрите, оно очень большое на самом деле, вот все, что там сидит, это все одно уже усеченное дерево. Если... Что вы тут делаете? Ну, как бы для... Здесь ничего не оно делаете. хранится просто как символ линии преемственности, вот это, которое передается от Будды Шакьямуни. Если посмотрите, например, там, в гугле наберете, там, да, дерево Бодхи, вы увидите, что они колоссальных размеров вырастают. У этих фикусов есть интересная особенность, поскольку оно очень любит влагу, и ему часто не хватает влаги как бы из корней. И вот от веток, которые у него растут, начинают расти вниз настоящие корешки, которые со временем утолщаются, превращаются в полноценные колонны, и дерево Бодхи, взрослое, которое несколько столетий живет, представляет себе колоннаду прям. Это все одно дерево. То есть вот, пожалуйста, оно вот уже у нас с 70-го года вот такое превратилось здесь. А было такого? Он был йогином, ну как обычный йогин, необычным, но йогином был. И созерцал не зрительные образы, да, как мы представляем, сидит он и смотрит на что-то, да, йогин тренирует внимание и концентрацию, а созерцал звуки окружающего мира. В какой-то момент его внимание стало настолько тонким, ну это практически как Бастин, да, притча, что он услышал все звуки реальности и осознал в этот момент, что большинство звуков, издаваемых живыми существами, свидетельствует о том, что живые существа страдают. Это крики, стенания, мольбы о помощи, какие-то охи, вздохи, ахи и так далее. В этот момент у него появилось как раз вот то неподдельное, абсолютно направленное на всех живых существ сострадание, мантра Мани Падмахум, которую я вам объяснял, это его коренная мантра, Будды Авалокитешвары. Пойдемте, зайдем, посмотрим. Значит. И вот в этом регионе собирают часто ламы, йогины и люди-миряне практики, которые желают как раз свое сознание освободить от каких-то эгоистических, мучающих, значит, переживаний, скажем так, освободить от собственных мыслей. Здесь проходит ретрит каждый месяц трехдневный, когда приходит символично, видите, лица учения. И воплощает, как сказать, символизирует самого Будду Шакьямуни, с которым мы встретились в Лане. Фактически этот символ Лани на пузырьке как бы подсказывает о том, что мы тоже встречаемся с учением Дуган. Дуган зеленый тар, значит, кратко. Если тот Дуган посвящен практике абсолютно деятельного сострадания, когда он эти звуки страдания услышал, у него 21 слезинка упала из глаз. И коснувшись земли, они расцветали, подобно волшебным цветам, каким-то тарами. То есть особыми, ну, можно сказать, существами, да, значит, они в женской апостаси, потому что символизируют сострадание. То есть женщинам часто как бы сострадание свойственно больше как женскому образу. И особенность тар разных, их 21, в том, что каждая тара символизирует
один из аспектов сострадания Валакишвары. Вот зеленая тара, мы сейчас зайдем увидим, значит, она встает с трона, как бы не сидит в позе лотоса, а встает с трона, символизирует быстроту сострадания. То есть это практика, которая уже готова как будто бы стать пойти навстречу просящему. Белой тары дополнительные глаза, это внимательность сострадание и так далее, так далее, так далее, так далее. Зеленая тара, чем особенно этот дуган? Этот дуган вообще ориентирован на помощь мирянам. То есть это не дуган прям как для йогинов, там, аскетов, там, и для философов, да, по большей степени, а дуган помощи мирянам. Зеленая тара, ее имя с тибетского переводится долма, может слышали, переводится избавительница. И написано конкретно, от чего она избавляет. От 8 мирских препятствий. Несчастные случаи с детьми, значит, болезни родственников, зависть соседей, там, подсиживание коллегами. То есть то, пожар вражи, да, что для монахов, живущих в монастыре, не актуально. Берегающие йогинов от внутренних препятствий. Часто в алтарях гневные изображения, то есть видите, наверное, да, значит, в кольцах огня, эти дамы красивые. У меня мама верующая христианка, она сначала меня спрашивала, что там у вас за демоны стоят на алтаре. Ну, действительно, человеку незнакомому непонятно, что это такое. А это так изображается гнев. Гнев – разрушительная эмоция, но вопрос только в том, что он разрушает. Если мы его будем направлять на другого человека, то разрушатся отношения. Если кто-то, например, самоедством начнет заниматься, то есть гневаться на себя постоянно, вот я так неправильно там живу, что-то то делаю, разрушится психика. У гнева, но гнев можно использовать во благо. Каким образом? Привожу простой пример. Бывало у вас, наверное, в жизни ситуация, у меня точно бывало, когда какое-то решение откладываете в силу, например, нерешительности. Тянете, и ситуация становится патовой какой-то. Затянуть дальше невозможно, себя вот так вот в руку берешь, говоришь, ну соберись ты, тряпка, прими решение. И вот этот гнев, который возникает в этот момент, направлен на нерешительность, на лень, на какое-то сомнение внутреннее. И вот этот гнев становится защитником учения. Почему? Потому что он помогает йогину, помогает практику преодолеть трудные этапы на пути и разрушает эти препятствия. Изображаются эти гневные состояния практики в виде вот таких пугающих существ, на первый взгляд. Пойдем в центральный экран. А почему он называется? Это бурятский рулем, это вот светильник, дом. То есть, Гер-юрта же, да? ну, дом, юрта, да. Как вот... Домик для лампад. Да, у христиан ставят свечки, например, за здравие, за покой. Здесь практика сложная. Вот эти светильники ставят тоже либо благопожелание живущим, либо как свет уходящим и ушедшим. Переживание, которое сложно описать, а тантрическое оно потому, что его целью является, не совокупление само по себе, да, не получение удовольствия, а изучение каких-то процессов, которые внутри происходят, ну, то есть в этот момент в сознании в том числе. То есть поэтому, допуская, что даже есть тантрический секс, возможно, я не знаю, но это не секс сам цель как бы этого процесса. А может имеется право символический союз? Нет, есть понятие ябьюм, да, то есть они даже вот сейчас здесь на алтарной части будут изображения эти, да, где союз мужского и женского начала, но это там даже, вот сейчас вы зайдете, увидите, там даже бывают прикрыты те места, в которых кажется, что там, значит, контакт какой-то, да, значит, мужчины с женщиной. И само это состояние, оно символизирует недвойственное состояние ума, то есть объединение, например, интуитивных и логических инструментов, значит, каких-то познания. Жут дуган, тантрический дуган. Жут — это тибетское слово, на санскрите оно звучит тантра как раз. Вот тантра по-санскритски, по-тибетски жут переводится поток. Поток. В каком смысле поток? Вот река течет, мы же не знаем, как именно там это распределяется течение. То есть они все очень, вроде ясно все видно, воду насквозь, но тем не менее мы не знаем в действительности, что управляет этими течениями. Поэтому тантра так и переводится: хитросплетение, запутанность или поток. И имея в виду, что оно вроде как бы очевидно рядом, но совсем непонятно на самом деле, как Не, круг сделали же? Да, я говорю, да.
Я тоже его жду, честно говоря. Кто приходит? Я вообще холода не люблю. Я родом с Урала, Пермь. Ну, еще севернее. Ну, Там очень влажно. То есть там зима неприятнее значительно, чем здесь. Лето неприятнее, чем здесь. И я первый раз лето полюбил в Бурятии, реально. Я сюда приехал, жарко, сука, и как бы ты не чувствуешь вот этого, как в бане вот это вот, значит, ну, влажного. Да. Да.